Сейчас в репродуктивный возраст вступает малочисленное население 90-х. Чтобы стимулировать рождаемость, мы продлили выплату регионального семейного капитала. В итоге увеличение рождаемости произошло в семьях, где родились третьи и последующие дети. Но это все же позволило нам скорректировать негативные цифры. Исполняя апрельское поручение, Министерство труда и социальной защиты республики организовало персональное сопровождение семей с невысоким уровнем доходов, в которых рожден первый ребенок, для получения президентской ежемесячной выплаты на ребенка. На экране вы видите, сколько семей получило такую выплату. А с учетом инициативы президента Российской Федерации по распространению данной меры поддержки семей с уровнем доходов до 2 прожиточных минимумов на члена семьи, в следующем году такую поддержку от государства смогут получить более 2000 семей. Мы продлили на 3 года возмещение расходов на проезд беременных женщин, проживающих в труднодоступных местах, на проезд в республиканские медицинские учреждения. Наши показатели по поддержке радуют. И региональный капитал, который имеет линейку, там спектр целый, куда мы можем его потратить, он, конечно, преимущественный на территории страны тоже. Мы постоянно в диалоге с властью и ищем любые возможности, чтобы поддержать семью и помочь, чтобы эти деньги реально были реализованы на повышение качества жизни семьи.